Заходи на Анвап, смотри фильмы онлайн или качай на телефон или планшет бесплатно. До 6500 рублей в 1xbet при регистрации по промокоду Шерлок. Давай, открывай задние двери, Картер. Понял. Господа, доброе утро. Мне очень жаль, но боюсь, что вы зря потратили поездку. Миссис Бёрджес скончалась этим утром. Понятно. Ну что ж, мои искренние соболезнования, мистер Бёрджес. Но боюсь, вам придется вернуться. Я бы хотел увидеть ее, если это так. В чем смысл? Она мертва. Я хотел бы увидеть свою мать. Отмщение. Прости, друг, только для участников. Да, я участник. Мы закрыты. Вали нахер. Наслаждайтесь. Твое здоровье, друг. Выглядишь как человек, который хочет выпить. Что тебе принести, дорогой? Даже не знаю.
Что у тебя достойного есть? Это клуб для участников, а не гребаный Риц, дорогой. Только то, что видишь. Хорошо, буду то, что хорошо ударит по голове. Это я смогу сделать. Я стою за этим баром еще с того времени, как ты ходил в коротеньких шортах. Не видела тебя здесь раньше. Ставки на спорт! 1xBet! Большие выигрыши! 1xBet! Быстрые выплаты! 1xBet! Надежный букмекер! 1xBet! Букмекерская компания. Я редко бываю на улице. Могу поспорить, ты душа компании, да? Знаешь, у меня бывают хорошие дни. Оставь себе сдачу. Твое здоровье. Вам страшно. Всем. Даже Хайд перенес свой офис выше. Линкольн запретил выходить на улицу, пока это не разрешено. Мы на комендантском часе, потому что Рук не смог справиться с каким-то психом с лезвием. Это был гребаный топор. И нет, мы на комендантском часу, потому что, во-первых, Стоукс пропал, и, во-вторых, из-за психа, который убил Рука. Нам всем его жаль, друг. Но мне надо следить за бизнесом. Рук был бы первым, кто со мной согласился. Потому что, хотя он и был немного садистом, он в первую очередь был профессионалом. Ты слышал, что с ним случилось? Ты ведь знаешь о Руке, верно? Какой Руке? Да ёб тебя. Эй, Тюн, скажи Верну, что случилось с тобой и Руком. Зачем? Просто скажи, что случилось. Слушайте, я и Рук, мы, знаете, стояли на углу, и мы продавали немного скуби. Обычный вечер вторника. И вдруг мы наблюдаем за этим чудаком. Знаете, он стоял на другой стороне дороги, и он все палит на нас. Да, Рук поворачивается, говорит, что скажет ему пару слов. Я ничего не мог с этим сделать, у меня были покупатели. Через секунду Рук стоит на четвереньках и держит руку. Я понимаю, что этот чокнутый отрубил ему гребаную руку. Да. Так что, конечно, я ломанулся к ним, готовый разбить ему лицо, а этот парень зассал и убежал. Конечно, я бегу за ним, но этот парень быстрый, да? Я к тому, что он чертовски быстрый. Я понимаю, что оставил Рука посреди чертовой улицы, но к тому времени, когда я вернулся, он был уже мертв. Везде была кровь, я не мог найти эту чертову руку. Вот просто так исчезла. Что смешного, приятель? Не обращай внимания, приятель, не обращай. Кто этот мудак? Ты крутой парень, наверное, да? Побежал за этим типом в одиночку. Забавно, мне ты крутым не кажешься. Как тогда выглядит крутой парень? Ну, наверное, как я. Знаешь, красавчик средних лет. Эй, Бесс, кто это, черт возьми? Не знаю, он не сказал имя. Клифф его впустил. Я думала, он в фирме. Я старый друг Линкольна. Да ты что? Да, приятель. Как ты так испоганил свое лицо? Заигрался с дилдо? Да, одолжил у твоего отца. Жуткое у него лицо, да? Но до твоего далеко, судя по этой чертовой нити, которую ты только что накрутил. Тюн, он тебя уделывает. Тебя там, черт возьми, не было? Просто заткнись. Успокойтесь, ладно? Не заставляйте меня закрыться раньше. Ты прекрати его заводить. Или вали нахрен. Хорошо, хорошо, я извиняюсь. Ребята, извините, хорошо? Я просто смеюсь с тобой, да? Немного хихикаю, допью пиво и пойду отсюда. Да, правильно, иди. Кретин. Хватит. Что за херня? Что ты знаешь об этом чудовище Франкенштейна? Я никогда не видел урода раньше. Думаю, я бы запомнил. Такое лицо сложно забыть, верно? Кажется, он тебя раскусил. Да что с тобой не так? Нет, он прав. Если Линкольн его пригласил, нам лучше вести себя дружелюбно. Так, продолжай. С чем? Закончи, блин, историю. Да, точно, конечно. Итак, я стою там. Там эта большая массивная сумка с товаром. Знаете, Рук лежит на улице мертвый. И тут я слышу сирены, полиция уже в пути, так что мне пришлось свалить. Чушь. Понимаете, о чем я? Ты уже давно сбежал, когда они приехали. Что? Сбежал кирпичи ранее. Ты хочешь, чтобы я опять вскрыл твое гребаное лицо? О, ну давай. Наконец нашел свой мячик, да, приятель, да? Тебе не кажется, что пришло время рассказать друзьям правду? Тюн, о чем это он? Да, Тюн.
О чем это я говорю? Я не знаю, у него раздолбанная голова, Мо, я не знаю, он поехавший. Ну, хочешь услышать мою поехавшую историю? Не особо, друг. Придется потерпеть. По крайней мере, пока закончу свой питу. Потому что там стоял парень, смотревший на тебя, это правда. Да, Рук. Проверь Билла. Он уже опаздывает на 10 чертовых минут. Эй, приятель, тебе с чем-то помочь? Эй, ты глухой? Я с тобой говорю, что тебе нужно? Прости, приятель, но я что, испугаться должен? Вот, бери. Это все меняет. Ты платишь. Все в порядке, свали. Слушай, просто свали. Вот черт. Нет, это чепуха. Вы знаете, я бы никогда не избежал драки. Только в этот раз, да, Тюни? Отвали, мудила. Так, ты убил Рика. Именно так, приятель. Что собираешься делать с этим? Ясно, что ты заинтересован только в одном. Эй, тебе пора уходить. У меня еще полпинта, дорогуша. Мой пап, мои пинты. Убирайся. Иди сюда, грёбаный мудила. А ну-ка вернись. Эй, иди туда. Быстрее. Еще кто-нибудь пойдет на меня, убью. Клянусь богом. Отойди от двери. Где он? Где он, черт возьми? Кто? Линкольн! Это называется незаметно, придурок тупой. Иди сюда. Повернись. Давай туда. У тебя там кто-нибудь есть? Ты мне кого-то напоминаешь. Хорошо. Ты не можешь быть им, он на долгом сроке, и он немного подпалился. Ну нахрен. Блудный брат вернулся. Из-под какого камня ты выполз? Эй, Чимпи Белмаш. Как будто ты не знал. Кто, черт возьми, этот шутник? Что ж, дамы, это Каин Берджес. Маленький младший брат Линкольна. Ты шутишь? Что, этот псих? Выполнял работу для нас, и его поймали. Посадили на 5 лет. Уже 7 лет. Так это там тебе лицо подправили? Похоже, кто-то поджег твою голову и потушил ее лопатой. Все не так плохо, верно? Наверное, был там как дома. Отлично. Похоже, у нас закрытая вечеринка. Сделай мне одолжение. Налей-ка мне еще одну твою идеальную пинту. Пожалуйста. Так-то лучше. Нужна только секунда, чтобы быть вежливым. Маленький ублюдок. Следи за языком, Берил. Берил? Я что, выгляжу, будто родилась в 20-х, мерзавец? Бесс. Да, хорошо, тогда Бесс. Может быть, сокращением для Берил, да? Я краснела, когда была ребенком. Меня звали Строубери. Потом урезали до Берри. В итоге Бесс. Я уже не краснею, дорогой. Держу пари, что-нибудь. Назад! Сказал же, что произойдет, не так ли? Вот черт. Ладно. Ты пробил мне ногу. Мобильный, по одному с каждого из вас. Бросайте их туда, или человек рядом с вами останется без коленной чашечки. Давайте быстрее. Я мыслей своих не слышу, заткнись. Ты ногу ему прострелил, это, наверное, больно. Вот так хорошо. Хорошо и тихо. Хайд. Он говорит, что убил Рука. Серьезно? Ну, Тюн, ты же за ним бегал. Узнаешь его? Нет, он вешает лапшу на уши, Хайд. Что скажешь на это, Каин? Думаешь, вешу лапшу? Да. Да. Видимо, ты грёбаный лжец. У твоего приятеля Рука была крупная шахматная фигура. Татуировка на руке. Да?
Открывай. Нахрен. Сказал, открывай. Я это сделаю. Нет, он должен сделать это. Открой ты, чертов поросенок, давай. Давай. Ладно. Ну вот. Иисус грёбаный Христос, ты просто поехавший. Боже, Каин, Думаю, это проясняет наши дебаты, какой гребаный лгон. ты что наделал? Как насчет небольшого перерыва? Почему вам, джентльмены, не присесть? Давайте, садитесь. Черт, садись, приятель. Посмотришь мне в глаза и взорву тебе голову. Садитесь. Давай, Бесс, всем выпивки. Можешь записать на счет Хайда. У него нет счета, дорогой. Не знаю, обращал ли ты внимание. У меня в руке большая гребаная пушка, и я не боюсь ее использовать. Не хочу тебя огорчать, дорогой, но я впервые по эту сторону дула ружья. Будь разумный, Бесс. Подай нам всем напитки, пожалуйста. Да, Бесс. Можно нам один из них? Рустер Рохас, пожалуйста. Получишь то, что дам, ладно? Да, конечно. А я буду Рустер Рохас. Итак. Тюрьма превратила тебя в хладнокровного убийцу. Не, это не тюрьма сделала, это ты и мой брат постарались. Хочешь знать, что я думаю? А ну назад! Сели! Я получу удовольствие, раскрывая твой гребаный череп. Но знаешь что? Это может подождать. Я хорошо научился ждать. Вытаскивай телефон. Скажешь им, чтобы пришли сюда прямо сейчас. Расскажешь им, что это Аурурки, а потом повесишь трубку. Да, это я. Спустись к Жакею. У нас тут проблемы. Дело касается Рука. Хороший мальчик. Хайд, пожалуйста, скажи, что именно ты и парни сделали этому мудаку все эти шрамы. Прости, приятель. Хотел бы, чтобы было так. Хочешь знать, откуда у меня эти шрамы? О, да. Просвети нас. Ты и мой брат могли бы с таким же успехом вырезать каждый из этих шрамов своими руками. Ты где прятался, Каин? Годами тебя не видел. Я думал, лучше не показывать свое лицо какое-то время. Но нужно поговорить с братом. У него сделка. Слышали? Может, стоит дать шанс? Он прям на подъеме. Не знает смысла честности, даже не смог подраться. На подъеме? Скорее, постоянный неудачник. Тебе нужно было просто проиграть. Потерял мою посылку. Знаешь что, Рук, не расслышал, как ты назвал меня. Можешь повторить, приятель? Ты все слышал. Вы потеряли посылку, продали 5 больших. Я продал 15 больших. Что нужно от меня? Поговорим на улице. С ума сошел? Я играю в карты. У тебя есть вопрос. Давай послушаем его. Ладно. Есть деловое предложение для тебя. Хорошая сделка. Говорили об этом с мамой, она думает, это может получиться. Мама? Да. Но ты же знаешь, я люблю нашу маму. Для меня она значит больше жизни. Но с каких пор ее деловая хватка имеет какое-либо отношение к тому, что я делаю? Ты помнишь Салли из спортзала, да? Старый Салли, он это проводит. Я сделал ему предложение, он принял. Хорошая сделка, но нужен стартовый капитал. Здесь ты вступаешь в дело, и у меня есть план, я все записал. Как забавно. Давай выслушаем. Каин. У меня есть несколько очень простых правил, по которым я живу, и они не раз меня спасали в эти года. Одно из них — никогда не одалживать денег семье. Это хороший план, говорю тебе. Могу все прояснить прямо сейчас, если хочешь. Нет. Потому что я отказываюсь, приятель. Видишь ли, братишка, я занимаюсь одалживанием денег. Я знаю. Что произойдет, если ты не сможешь вернуть мне деньги, а твой бизнес-план провалится?
Мы не хотим идти за тобой и серьезно тебя ранить. Да ладно, приятель. В тренажерные залы приходят и уходят, приятель. Что делает тебя таким чертовски особенным? Не твоя звездная карьера? Пожалуйста, не говори этого, потому что ты облажался. Ты облажался. Каждый из твоих фанатов в этой комнате поставил на тебя деньги. Знаю. Потому что они поверили. Да. А теперь приходишь ко мне и просишь профинансировать еще одну авантюру. Почему ты так говоришь со мной? Снисходительно. Ты мой брат, а не гребаный отец. Я знаю, но ты приходишь ко мне и просишь денег. Что ты ожидаешь? К черту. Каин. Давай, садись. Сядь. Ты всегда чертовски волнуешься. Ты и этот характер. Слушай, я знаю, что ты пытаешься сделать. Ты держишь свои яйца в штанах и держишь свой нос чистым. Это хорошо. Это хорошо, я тобой горжусь. Но я говорю сейчас, если хочешь, чтобы я нарушил свое правило и одолжил деньги, тебе придется кое-что для меня сделать. Я ценю это, но вникать не собираюсь. Не хочу ничего противозаконного. Больше я тебе никаких денег одалживать не буду. Либо так, либо никак. Так что за работа? Иди и встреться с Хайдом. Он расскажет все, что тебе нужно знать. Поверь. Это просто мелочь. Даже ты не мог бы все испортить. Мне нужен еще один продавец, пожалуйста. У нас есть клиент, заинтересованный в Ягуаре. Я поставил 7 на то, что ты проиграешь бой. Я пытался, чтобы выглядело по-настоящему. Ты его поэтому вырубил? Знаешь, что происходит в Мексике с такими людьми? Его привязывают, под мостом отрезают член и суют в рот. Да ладно, это слишком. Они дикари, но дело не в этом. Это потери, и я не только о деньгах. Мы друзья. Да, я знаю. Твой брат просил дать тебе шанс. Но я не уверен. Слушай, я совершил ошибку. Да, это не случится снова. Потому что мой брат поручится за меня. Рук сказал, что ты помеха. Ну ладно, раз Рук так говорит, то я пойду. Сядь, принцесса, только не обострись. Я не сказал тебе, что мы тебя не используем. Я просто даю тебе понять твое положение с точки зрения этого учреждения. Видел их раньше? Синий пластиковый пакет, несколько, да. Так, человек из мира в 3 часа дня Мейбл Лидл войдет в этот офис. Она заберет это с собой. Ты поедешь за ней домой, на Лондон Филдс, где она живет. Заберешь у нее эту посылку и принесешь сюда, мне. Все просто. Что в пакете? Примерно 2,5 фунта не твоего долбаного дела. Если она доставит какие-то проблемы, можешь ее просто вырубить. Лады? Да, ясно. Хорошо, весельчак. Сотри с лица грёбаную улыбку. Сходи в туалет, заведи часы. Теперь свали из моего кабинета и закрой дверь на выходе. Это, конечно, интересно, но к чему это? Кое-чему важному. Знаешь, из-за тебя и моего брата я оказался в тюрьме. Разве не так? HMP Белмарш, или как я узнал, ужасный, грёбаный, вонючий Белмарш. Самая грязная, самая жестокая и забытая богом тюрьма в Англии. Да, это было то, куда меня отправила судья. У меня не было судимости, не было такого мышления. Знаешь, я даже не смог провести гребаный поединок, но они бросили меня туда с этими закаленными убийцами, насильниками, серийными преступниками. Есть причина, почему это место зовется мясорубкой. Скажи, извините, мудак. Извините, мудак.
Челюсть, кажется, хорошо заживает. Они бы дали нормальные протезы, если бы вы только спросили. Я просил. Нужно было сказать «пожалуйста». Если сильно будет беспокоить, когда выйдете из тюрьмы, просто поменяйте. Это простая процедура. Знаете что? Я не против. Выгляжу просто ужасно. Привет, мам. Садитесь. Что случилось, сынок? Твои зубы. Да, знаю, попал в небольшую драку. Почему это всегда ты? Это не всегда я, мам. Я в тюрьме, верно? Что ты ожидала? Этого я и ожидала. Я надеялась, что ты здесь чему-то научишься. Получишь пинок под жопу. Пинок я точно получил, не беспокойся. Нечем гордиться. Я не горжусь этим. Я просто волнуюсь, сын. Я не знаю, что сказать, что сделать. Я говорила с другим адвокатом. Да? Но у меня нет денег, чтобы платить им. И у тебя тоже. Что Линкольн говорит? Ну, Линкольн не говорит со мной о подобных вещах. Он делает свое дело. Он сказал что-нибудь обо мне? Он сказал, что это твоя вина, что попал в беду. Черт возьми, мам. Не говори со мной так. Я растила тебя, чтобы ты был лучше, чем животные здесь. Не опускайся до их уровня. Нет, извини, мама. У Линкольна своя работа. И что бы ты ни говорил о нем, он не в тюрьме. И я не из-за него не сплю ночами и волнуюсь. Линкольн должен прийти сюда и поговорить. Ты должна сказать ему, чтобы он пришел сюда и поговорил со мной. Я скажу ему, сынок. Без прикосновений. Извини, мама. Я ничего от него не слышал. Ни одно чертово слово. Я был сам по себе. Было ясно, что я должен был заботиться о себе. Положи это. Я ничего не делал, они прыгнули на меня. Я ничего не делал. Совет считает разумным полагать, что вы, по крайней мере частично, ответственны за инцидент, который произошел 28 июня, и тем самым это признает вас виновным. Я не понимаю, Ваша честь, что мне делать? Они идут на меня с ножом. Это самооборона, очевидно, верно? Что мне делать? Позволить себе порнуть? Порядок. Я говорю, что в тюрьме есть люди, которые хотят меня достать. Мне нужен перевод сегодня. Ваше заключение продлевается на 1 год. Пожалуйста, найдите время, чтобы пересмотреть свои жизненные решения. Я учту тот факт, что ты чертов пидор. За что? За самозащиту? Вот за что. Гребаный ублюдок. Давай. Ты вообще ничего не понимаешь? Сидишь там в своем гребаном костюме и галстуке, да? И ничего не понимаешь. Ничто не могло подготовить меня к тому дерьму, через которое я должен был пройти. Поэтому пришлось сделать выбор. Если бы я собирался пройти через это в целости и сохранности. Со мной говоришь, приятель, да? Со мной? Тогда я должен был относиться к этому как к драке. Этого ты хочешь? Вот об этом я и говорю, приятель, да? Вернись, получи еще.
Я должен был изменить себя во что-то, чего я больше не узнавал. Я перебью вас обоих. Давайте, идите. По мере того, как проходили месяцы и недели, я медленно, но верно превращался в то, что вы видите перед собой сейчас. Закаленный ржавый гвоздь. Видите ли, тело можно до некоторой степени укрепить, но именно ваш разум делает вас непобедимым. Точно так же, как кожа на твоих костяшках. Ум может быть толстокожим. Телесная боль может сделать это. Так я научился принимать боль. Но что еще более важно, я узнал, как ее готовить. Давайте, парни. Давай. Видите ли, проблема у меня была в причине. Почему каждый ублюдок в этом месте хотел, чтобы я умер? Это не имело никакого смысла, я не мог этого понять. И вот однажды все стало ясно. Кто-нибудь еще хочет? Хочет? Как ты? Эй, вот и все. Через нос, через рот. С тобой все в порядке. Наверное, немного помутит, приятель. Не волнуйся, ты знаешь, охранники прибегут через минуту. Ничего личного, Каин, понимаешь? Ничего личного? Зачем ты это сделал тогда? Эй, что вы получите от перелома чертова черепа? Надеюсь, оно того стоило, приятель? Конечно, стоило. 20 тысяч. О чем ты говоришь, 20 штук? О чем ты говоришь, 20 тысяч? Откуда? Тванг нанял нас, ладно? Думаю, твой брат финансирует. О чем, черт возьми, ты говоришь? Мой брат? Я не шучу, понятно? Я сделал это только ради денег. Мой брат сделал это? Ты говоришь, что мой гребаный брат сделал это? Мой собственный брат? Мой брат? Зачем он это сделал, Хайд? Прости, дорогуша, я не знаю, о чем ты. Не отрицай этого, даже не смей! Ты и мой брат наложили на меня ценник, не так ли? Не так ли? Я могу принять это от такого грязного, коварного, маленького ублюдка, как ты, но не могу принять это от него. Неделя за неделей они приходили, один за другим. Иногда больше одного. Знаешь что, для меня это не имело значения. Давайте еще, я говорил, приведите всех желающих. Приходите и уходите, ребята. Чем больше приходило, тем сильнее становился мой разум, и мое ежедневное существование стало выживанием. Ты ко мне? Тогда иди на меня, давай! Ты гребаный! Могу поспорить, ты не знал, что можно сделать свой собственный напалм в тюрьме. Но это возможно. И он сильно горит.
Настоящим мы признаем вас виновным, и ваше наказание, мистер Берджес, будет продлено на 2 года. Плюс 5 недель сегрегации вдобавок. Пошел к черту. Все, что у меня есть, это мертвый заключенный. И у тебя была его кровь на одежде. Я добавляю еще 1 год к вашему заключению за участие в драке. Кроме того, 6 месяцев сегрегации. Пошел к черту! Рад тебя видеть, мам. Сколько уже прошло? Около 3 лет, да? Я приходила к тебе. Мне сказали, что ты в одиночке. И не раз. Да. В любом случае, твой брат, он не думал, что это хорошая идея. Слишком много стресса, и он прав. Посмотри на себя. Я не знаю, кем ты стал. Тебе нужно кое-что знать о Линкольне, мама. Возможно, это будет нелегко слышать, но... Есть кое-что, что мне нужно сказать в первую очередь. Это нелегко сказать, но... Я просто скажу. У меня рак. Я знаю уже несколько месяцев. Не хотела никого беспокоить. Я начинаю химию во вторник. It might be quite tough, so I don't think I'll be able to get in to see you much. Прости, мам. Не надо извиняться. Твой брат за мной приглядывает каждый день. Без него я бы не справилась. Все будет хорошо. А что ты хотел рассказать мне о Линкольне? Да ничего, забудь, ерунда это. Да ладно. Ерунда. Сынок. Рад, что Линкольн ухаживает за тобой. У меня прямо камень с души свалился. Мы все в семье бойцы, верно? И ты? Да, мы бойцы. Все, время вышло. Пошли, давай. Топай.
Знать не знал, зачем нужно поджелудочное, пока мамы не нашли рак. И сейчас без понятия. Моя мама была бойцом. Никто не думал, что она будет так долго бороться. На свидание с ней мне дали 5 часов. Устроили полный фарш. Охранников, машину, сопровождение. Она умерла до моего приезда. Я не знал. О болезни я не знал. Соболезную, она была хорошей. Я слышал, что заключенный переполошил всех, сбежав из больницы, но даже не увидел связи. А надо было. Как ты нахрен вообще умудрился? Соболезную. Она была милой дамой. Сидел бы тихо, видел бы ее куда чаще. Не пройдешь. Тихо, друг. Давай ты помолчишь. Ага. Вау, молодец. А яйца у тебя есть. Я уже не тот лопух, которого ты кинул, Хайд. Ну, конечно, нет. Ладно, я хочу отлить. Так и сыв трусы. Чё? Ты слышал? Да во мне 8 пинт плещется. Мы, кстати, не планировали сидеть в заложниках. Я тоже хочу отлить. Так отлейте в бутылку. А мне посрать надо. Писайте в бутылку. Посрать можно и в трусы. Может, передумаешь? Вряд ли тут все захотят нюхать его говно. Ладно, одна нога здесь, другая там. Топай. Чёртов долбоящер. Хватит нахрен унижаться! Хватит уже твоих дебильных шуток, ясно? Если ты что-то задумал, то делай. Меня твое дерьмо охереть как достало. Ты реально этого хочешь? Да? Тогда повернись. Давай. Вставай на колени. Молодец. Милая хрюшка. Начнем разговор, когда мой брат приедет. А до той поры, будь добр, заткни пасть, или ты следующий. О, я, блин, и не знал, что ты такой крутой. Такой бандюга. С того говёного дня я многому научился.
И подумать не мог, куда меня приведет твой приказ ограбить Мейбл Лидл. Нахрена бежишь, крошка? Я тебе сумку оставлю, слышишь? А посылка мне. Мейбл Лидл. 49 лет. 3 детей. 2 внуков. Повариха в местной кафешке. Она попала под машину и умерла сегодня во время операции. Я не виноват. Ты украл ее сумку, а она побежала за тобой, и ее сбили. Это убийство. А еще грабеж, и сядешь ты надолго, Каин. Но мы можем друг другу помочь. Знаком термин «кукушка»? Кукушка? Та говёная птица, которая ворует из чужих гнезд. А, это кукушка. Офигенно знаком. И твой брат проворачивает самые хитрые аферы и захваты в городе. 3 года мы работаем с теми, кого прищемил твой брат. Мейбл Лидл не сотрудничала, но мы за ней следили. И ты попался, приятель, ясно? Адвоката давайте. Никакого общения. И адвоката не получишь. Все начинается с члена семьи, паршивой овцы, брата-идиота, вроде тебя. Линкольн. Хайд. Любой из его громил в итоге заявится к семье. И скажут, так и так он должен нам бабки. И его уже готовы прижать. Но если исполните поручение, он свободен. Семья радуется такому исходу. Дают им посылочку, говоря, что там наркотики или деньги, и сообщают адрес, куда доставить. Только не говорят, что по пути их грабанет другой громила, понимаешь? И потом оказывается, что сумма была огромной, и приходит время захвата. Бандитам всегда мало, верно? Они заявляются в дом. Ага. Требуют долю, документы, наличные. Забирают тачку и переезжают в дом, используя чужой дом и тачку для своих делишек. Сидят в доме, пока не сольют все имущество, и потом переезжают в другой дом. И твой брат так делает. Хайд так делает. И так сделаешь ты. Схерали. Что за бред ты несешь, чувак? Альберт Митчелл, Пит Синглхерст, Джеймс Уэбб, Эрик Годли, Сэнди Парк, Мириам Сильверман и Мейбл Лидл. В списке 150 фамилий. Дети сиротеют из-за сраных дел твоего брата, так что слушай. И слушай внимательно. Убийство и грабеж – меньшее из твоих бед. Мы тебе преступный сговор пришьем. Так, где мой адвокат? Ты слушал вообще? Я хочу адвоката, и я ни хрена ни о чем не знаю. Как же мои права? У тебя есть право сдать своего брата, больше у тебя прав нет. Без твоего брата все накроется. Сотня людей сможет спокойно жить дальше. Давай. Сдай мне брата. И мы на этом закончим. А не.
Пошел бы ты нахер. Значит, выбираешь трудный путь и садишься на очень-очень долгий срок. Сержант! Пошли, Каин. Потусишь чуток со мной. Я ничего не знаю. Во мне тоже живут бесы, Каин. Но я смирился со своим злом. Научился применять его во благо. К слову, кулаки у меня очень крутые. Ухара поступает так со всеми, кто под него не прогибается. Да нет, он бы этого не одобрил. Но мы же ему не скажем. Так ведь? Плевать, кто ты. Тронешь мне башку сверну. И как же ты это сделаешь со скованными руками? Ну и нагадил же ты, козел. Взял и обосрал мою допросную. Знаешь, как наказывают котят, нассавших на ковер? Их тычут носом прямо в их говно. Уже не так боевит, да, парнишка? Я тебя изувечу, Каин. Откройте. Открывайте, чё они заперлись? Вовремя. Бес, открой дверь. И без глупостей. Открываю. Чё за дела? Зачем двери закрыли? Привет, парни, не стесняемся, проходим. Будьте как дома. Бес, закрывай сраные двери, все свои уже здесь. Давай. Глазам не верю. Рад видеть тебя, брат. Рад, что ты откинулся. И что пришел ко мне. Я же твой брат. А для чего еще семья? Назад. Отойди. По-твоему, я на это куплюсь? Кидайте мобилы и стволы на стойку. Все кидайте, в темпе. На сраную стойку. Снимайте штаны и поднимите рубахи. Нахер, мы не в тюрьме, а я не твой петух. Снимай, сказал. Снимай. Доволен? Пока нет. Иди к остальным. Бес, будь добра, налей мне еще пинту доброго пива. Спасибо. Может, уберешь ствол от башки Хайда и приставишь к моей? Заткнись. Командуешь здесь уже не ты, а я. Эти макаки, может, и жрут у тебя с ладони, а я тебя как облупленного знаю. Как пацана, на которого я нассал с дерева. Помнишь? Я снова на этом дереве, мудак. Помню. Я отлично помню. А еще я помню, как избил тебя за это до полусмерти. Было. Да сплыло. Семь лет пива не пил. Надо наверстать. Он жив? В отрубе. Ему было очень больно. Да уж, в отрубе ему явно лучше. Он мертв. Твою ж срань. Хреновое дело. Ушлепок еще и Рука убил.
Чего? Да, и меня со всей компанией. Заявился сюда и приложил руку об стол. Каин, ты явно не думаешь. Ты не думаешь здраво. Ты хоть понял, что сделал? Ага, еще как понимаю. Я поясню тебе. Каждый день из 7 лет я прожил под угрозой насилия, не зная, откуда ждать нападения. Получал и перо в бок. Мне ломали кости, рвали сухожилия. Я убивал людей, Линкольн. Голыми руками. В тюрьме тебя неплохо заштопали. Да ну, видишь шрам? А это видишь, а? Знаешь, что это? Шрам от напалма. А зубы видел, а? Хотел я белые и красивые, да. Тюремный дантист из моего поведения поставил говёную амальгаму. У тебя точно проблемы с поведением. Ты, мать твою, хватит бить меня! Да ты шизанулся в край. Ты в тюрьме стал чокнутым убийцей. Не из-за тюрьмы, а из-за тебя. Когда ты мою башку оценил 20 штук в тюрьме, набиты убийцами и насильниками, что за пачку сигарет удавить готовы. Из-за тебя. А чего ты ожидал? Если стал крысой, что, мы будем ждать, пока ты нас утопишь? Я молчал, ни слова не проронил. Забыл, сука, что у нас в тюрьме глаза, и мы за тобой следили. Да что ты знаешь, говноед. Эванс тебя как козла развел. Накормил тебя ложью, зная, что ты кретин, который на нее купится. Ты поверил сраному копу, а не своему родному брату. Я ни слова не сболтнул. Я молчал. Что, думаешь, поверю, что Эванс все придумал? Да, он все придумал. О'Хара все мне сказал. Когда он узнал об Эвансе, то вышиб его из полиции. Так давай позвоним Эвансу и пригласим его сюда, а? Пусть нахрен придет и ответит, как на самом деле. Дай мне мобилу. Вряд ли он поднимет трубку, дружок. Все готово? Да, как раз саундчек проверил. Мы знакомы, парень? Еще как. Ты тогда был сержантом. Как же так? Вышибли, что ли? Каин. Чтоб меня. Правда, ты, Каин? Давно не виделись. Джонни, иди пока погуляй, да? Хорошо. И что, Каин? Что? Ты, так понимаю, сбежал из тюряги? Выследил меня, чтобы отомстить за то, что арестовал тебя? Ты меня не арестовал, а подставил. Напел брату, что я крысятничаю на него, да? Бывший коп геройски убивает сбежавшего зэка. Я уже в восторге.
Да, я сказал твоему брату, что ты его сливаешь, мудила. Ты поплатишься за все. Так, похоже, у нас небольшое затруднение, да? Похоже, ты все выходные посвятил задаче всем отомстить. Каин, ты не думаешь здраво. У меня трудности с принятием всех событий этой недели. Трудная неделька выдалась, да? Бедняжка. Я говорю о маме. Ты ее видел? Да, видел. Лежала под белой простыней. Приедь я на 20 минут раньше, смог бы посмотреть ей в глаза, взять ее за руку, сказать, что люблю. А что сделали копы? Купили по пути ванильный латте. А где, блин, был ты? У меня были срочные дела. Срочные дела у тебя были важнее, чем смерть нашей мамы? Не смей, блин, меня обвинять. Бросил ее, да? Схерали. Кто, по-твоему, всех врачей оплатил? Кто каждый день возил ее в сраную больницу и обратно? Не понимаешь, как ей было больно видеть тебя в тюрьме? Из-за тебя. Я сел из-за тебя. Тебя поймали на воровстве. Ты знал, на что шел, тебя не заставляли. Ты меня попросил, а потом кинул под автобус. Нет. Нет. Под сраный автобус попала миссис Лидл. Из-за тебя. Понимаю. Тебе пришлось нелегко. И я не пришел тебе на помощь. Но ты можешь все прекратить. Все можешь прекратить. Ничего не осталось. Мама умерла. Ты можешь начать сначала. Ты свободный человек. А как же другие? Какие другие? Альберт Митчелл, Пит Синглхерст, Джеймс Уэбб, Эрик Годли, Мирим Сильверман, Мейбл Лидл и все прочие, чьи жизни ты растоптал. Этот придурок запомнил все имена. Буду честен, дружок. Для меня они лишь список исполненных дел. Мне они никто. Плюнул и забыл. Список дебилов, бегающих от долгов, долбоящеры и долбоклювы только и делают, что топят себя в долгах. Мы нашли способ заработать на тех, кто не оказался бы в таком положении, если бы умели башкой думать. Так что засунь свою сентиментальную херню в свою сраную... Тоже хочешь? Послушай меня. Я бы еще простил тебя за Рука и Чеза. Но то, что ты сейчас сделал... То, что ты сейчас, блин, сделал... Я тебя так уделаю, что ты себя в зеркале не узнаешь. В этот раз ты реально попал. Назад дороги нет. А может, я не хочу возвращаться? Узнаешь его? А должен?
Твой бухгалтер потерял. Ищешь кого-то? Классный у тебя дом, Стоукс. Прям крутой. Мы знакомы? Ты что же, забыл старого друга? Чтоб меня, Каин. Что с тобой стало? Блин, тост вкусно пахнет. Не против, если я поем? Тебе еще десятку сидеть, так что вряд ли тебя выпустили за хорошее поведение. А ты тут хорошо устроился, да, браток? Жена, дети и сраный кролик. Не сказал, чем зарабатываешь? Как разрушаешь жизнь ради моего брата? Ты не убийца, Стоукс. Сядь. Что тебе нужно? Грозбух. Я его тебе не дам, Каин. А ты в курсе, что мой брат пытался пришить меня в тюрьме? Каин, ты знаешь, я не при делах. Я тебе верю. Я хочу свалить Линкольна, Стоукс. Так что будь добр, давай грозбух. А потом бери свою семью, барахло и вали нахрен из города. Если я покину город, ты не тронешь нас? Даю тебе слово. Сколько денег у него на счетах? 3000 на счету, а на офшорных депозитах около 2 миллионов фунтов. Хранятся в разных валютах. Вот что. Оставь ему 1,5 штуки, остальное переводи. Куда? А вот теперь ты удивишься. Стоукс продажный козел. Соображалка херовая. Но он сумел собрать мозги в кучу и спасти свою жопу. Не гони фуфло, ты гонишь. Да ладно. Вот фотка твоего счета. Видишь? 2 ляма в баксах, евро и фунтах. Все ушло. Тебе осталось 1,5 штуки. Как раз хватит на пару приличных зубов. Остальное тебе не видать. Ты прямо умножаешь причины, чтобы тебя грохнули. Да, сладкий мой? Надеюсь, твоя месть этого стоит. Слышал, Линкольн? Ключевое слово — месть. Все, что я сделал за 2 дня, началось с тебя. И то, что ты сделал с невинными семьями, кончится на тебе. Ты умрешь, и все их долги будут списаны. И все 147 семей освободятся. Имена. Видишь ли, я записал их все. В суде я слышал их снова и снова. Снова и снова. Может, мне уже не помочь, но им помочь я еще могу. И, может быть, однажды мне выпадет шанс встретиться с братом в последний раз. И лишь обретя цель, я смог вынести всю боль и страдания. Теперь я жил только ей. Значение имела только она. Слушай, я знаю, что тебя заказал твой брат. Скажи, почему ты его защищаешь? Наплюй на него, Каин. Чего ты ждешь? Тебя здесь убьют. Ты понимаешь это?
Удачи, сынок. Я его сдам. Но при одном условии. Моя мама в больнице. Ей недолго осталось. Я хочу ее увидеть. Устройте с ней свидание, и я скажу все, что надо. Бэс, что за говняная Элли? Потому что он из помойки, роднуля. Продолжим, пожалуй, а? Зубры, ты знаешь, к чему все идет, а, Линкольн? Уж точно догадываюсь. Отлично. Если хотите, можете валить. Только ты никуда не пойдешь. Что скажете, хотите отсюда уйти? Хватит с нас этой херни. Никуда мы нахрен не свалим. Я бы очень хотел уйти, если вы не против. Завались, Тун. Хорошо, Линкольн. Никто никуда не валит. Ты умрешь здесь, Каин. У тебя 2 патрона, у нас 10. Мне всего-то надо снести башку тебе. Да, попробуй. Стоит тебе пальнуть, как мои парни разорвут тебя на части. Что ты здесь вообще добиться хотел? В зеркало глянь. Вот что скажу. Ты в жопе. В полной жопе, в абсолютной. И тебя вспомнят, только если окажутся в полной заднице. Да лучше бы вы вообще не помнили. Ну так продолжим. Чтобы ты знал, в человеческом теле миллион нервов. И ты мой брат. Чертов младший брат. Одна жизнь. Одна любовь. Одна цель. Один путь. Одна сила. Один эксперт. С тех пор, как родился и поныне, сыграл на каждом сраном нерве. Лови! Давайте! Меня хотите? Так берите! Меня хотите, да? Так берите! Убейте его. Зараза. Вот, блин. Налетай! Последний завтрак в Белмарше! Давай!
бросай. Вот, блин. 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 До дна, парни. Вкуснятина. Твою ж мать. Опять выбили. Разреши спросить. Оно того стоило? Неужели эти 150 неудачников стоят того? Ты этого добивался? Это еще не все. Для тебя все кончено. Я стоил тебе всего. Все, ради чего ты трудился, сгинул. Ты в жопе, браток. И только-то? Ага, именно. Ну тогда слушай сюда. Какое бы удовлетворение ты от этого не получил, оно будет ни хреново коротким. Я всегда иду до конца. Сам знаешь, браток. Только ответь на вопрос. Зачем тебе все это, Линкольн? Из-за тебя. Из-за тебя. Плевать, стучал ты или нет, но меня перестали уважать. И ты меня знаешь. Со мной такое не прокатит. А между нами
Что сделано, то сделано. Вот видишь, как бывает, когда поручаешь грязную работу другим. Ты забыл проверить, заряжено ли оно. 2 выстрела, 2 патрона, и я уже истратил все, дебил конченый. Убей его нахрен! Ну, вечерок выдался без. Прости за бардак. До 6500 рублей в 1xbet при регистрации по промокоду Шерлок. Найди самые задолжавшие счета. Хочешь сказать, чтобы я нашел 147 счетов? Раздели состояние брата на 147. И переведи деньги на их счета. Отдашь их? Рехнулся? Нет, не рехнулся. Я сейчас мыслю куда яснее, чем в прошлом. Сумма небольшая. Лишь около 15 тысяч. Но для них это огромные деньги. Мистер Паттель, я за счетом. Да? Для новой жизни хватит. Или просто, чтобы вздохнуть спокойно. Звонил племянник Альберта Митчелла. Очередному кукушонку повезло. Да. Да. За сегодня уже 12-й. Сюда, Виктор. Да, так, отлично. Да нет, нет, спасибо. Спасибо. The corks are capped, the floors are being waxed. I know the moment's passed, and everyone has left, and I'm about to be run over. But I can't quite seem to wake myself. Both worlds collide. I'm dancing in my sleep with all my clothes alight. I think I should be rolling, but I don't quite seem to notice. And there's no breath left to wake myself. At last, I'm about to get my second chance, but I can't get in to tell myself the answer. I'm lost and trapped, swirling down a fountain through my past, but I'm out of control.
it's safer here inside the mystery. My mind, oh please let me rewind and get the form of me unfrozen. A statue painted white with pride. My heart beats loud, alone inside the crowd. I seek relief, a shroud. Go home and shake it out, but you can never stop the train that's coming. Regrets expressed, the whistles blowing. Last, I'm about to get my second chance, but I can't get in to tell myself the answer, the answer. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Worlds collide. I'm dancing in my sleep with all my clothes on. I think I should be rolling, but I don't quite seem to notice. And there's no breath left to wake myself. Lost. I'm about to get my second chance, but I can't get in. Tell myself the answer. I'm lost and trapped, swirling down a fountain through my past. I'm out of control, so I can't give myself the answer. Радуйтесь, что до суда это не дойдет. Раз так сложилось, что свидетелей нет и камеры ничего не записали, а у меня в наличии только погибший зэк, а вы были залиты его кровью, Я пытался его спасти. заточку всадили ему в затылок так глубоко, что она вышла изо рта. Как именно вы хотели ему помочь? Что ж, я добавлю еще год к вашему приговору за участие в драке. Максимальное наказание, которое разрешено. И помимо прочего, полгода одиночки. Откройте.